Ученики 44-го лицея уже давно перестали спрашивать у своих родителей деньги на обед. В столовую они приходят только с электронными картами. Чтобы расплатиться за готовые блюда, дети прикладывают их вот к такому терминалу. В этом лицее устройство заранее запрограммировали на 3 вида меню. Если я хочу обед за 35 рублей, я прикладываю карточку любой страной, и сейчас выйдет талон. По-моему, это же звуковой и световой. Да, если же я хочу обед за 15 рублей, то я прикладываю опять же карточку любой страной, и выходит талон. Терминал не только выдает чеки, но и посылает СМС-сообщения родителям. Они видят, какую сумму на обед потратил их ребенок. Родители обязаны на это выделить ресурсы, ибо это здоровье нации, здоровье ребенка. Ни один родитель, или папа, или мама, не должны жалеть средства. Пока системой безналичного расчета пользуются только 20 тысяч чебоксарских школьников. Но в обозримом будущем такие устройства планируют установить в Новочебоксарске, Шумерле и Канаше. Школам, которые уже включились в этот проект, электронные карты выдавали бесплатно, а с родителей не взимали плату за их использование. На таких условиях социальные партнеры готовы работать с республикой и дальше. Последнее слово остается за учебными заведениями, которые приобретают терминалы за свои средства. В этом году наша задача полностью охватить все школы в Чебоксарах. 2 из оставшихся 30 школ полностью, 28, по крайней мере, 1 поток, чтобы все школы до конца текущего года были охвачены, и 6 школ в Новочебоксарске. В следующем году, я надеюсь, может быть, отчасти в 2014 мы полностью охватим 100% школ и в Чебоксарах, имеется в виду все потоки, и в Новочебоксарске. Ну и будем думать о том, чтобы войти и в Канаше, в Шумерле. Это что касается школьного питания. Понятно, что у банка для решения этих задач нам нужно еще вырасти для того, чтобы эту услугу оказывать качественно. Это у нас пока мы должны убеждать, мы должны работать с родительскими комитетами. Если мы решим эту проблему, тогда никаких других проблем нет, родителей. Там через попечительские советы школ, не надавливая на них, а объясняя, убеждая, что это на самом деле здоровье питание и, по крайней мере, безопасно. Банкиры планируют взяться и за реализацию других социальных проектов. Республике есть что предложить. Возможно, силами банка удастся реанимировать заброшенное производство на заводе «Биопарк». Решение об этом будет принято позже, но уже сейчас понятно, что совместное сотрудничество принесет неплохие плоды. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.